не удержался, решил еще одно видео создать. Ну, там все-таки вы имеете право знать, о чем я говорил на татарском языке. Вот там я в частности говорил о том, что невежеству очень присуще многим, даже ученым мужам, как мужьям говорят, или мужи, им присуще это невежество. Вот я там яркий пример привел, в частности, как уважаемый Николай Сванидзе, который в США ныне проживает. Он как-то на эхе Москвы сказал, что вот кулак, потому и называется кулак, что он клал там на поле, работал до изнеможения и спал, положив кулак под голову. Так меня сразу осенило, думаю, а что остальные работяги, батраки, что у него, значит, подушки, что ли, под голову клали, а кулак, значит, не мог себе позволить. Кулак, значит, тут, похоже, молодежь, ну и проскочу. Вот. И мне бы стало смешно. Кулак это, знаете, кул это рука, ак это белый. Вот. И так кальку сделаем. Получается белая рука, белоручка. Вот поэтому его назвали, он на солнце не жарился, не сгорал, он до потемнения там не загорал на солнце, работая под палящими лучами солнца. Вот он кулак, рука белая. Вот и все, белоручка. Потом, значит, у нас Якубович Леонид как-то учудил, сказал, что Арбат, значит, в Москве названо, потому что Рабат, там, значит, приезжали, все, не могу вспомнить, апельсины марокканские, да, в татарском варианте не смог вспомнить, из Марокко, значит, апельсины привозят, вот марокканские, столица Марокко, Рабат, поэтому, значит, вот назвали Рабат. Понимаете, когда это еще Арбат называли? А не лучше ли обратиться там к истории? Татарские купцы, когда приезжали, арба, это сами знаете, арба, телега, ат это лошадь. Вот ездили, единственное, выложенная камнями, или как сказать, мощеная была, вот по нему ездили арба, ат, поэтому мощеные были. Вот теперь, значит, вот есть у нас там Чертановка, и говорят от слова черт, а тогда почему не чертова, а Чертанова? Чертан это чуртан, по-тюркски, по-татарски это щука. Вот. И яуза, вероятно, весной как-то разлилась. Мы уж прекрасно знаем по фильму, значит, у нас там верные друзья есть там, и разливал сильно яуза по весне. И щуки попали в озеро и обнаружили, это редкость же в озере щука, это такая редкость. Вот. Кстати, насчет яузы, яуз это значит Ивана Грозного, татары называют Яуз Иван, яуз это Грозный. Яуза по весне, вот по фильму, который я сказал, разливалась так, и яуз называли. Это просто определенная часть населения жила, и вот так и не надо думать, что вот, да, там, почему именно по-татарски. Да нет, просто и так получилось. Вот Китай город. А почему Китай город? Китайцы жили, легче было. До революции, кстати, не было особенно так, вот в национальном плане не заморачивались. Вот, если он там, допустим, татарской называли, там, допустим, татарская улица, вот до революции, например, улицу Землячки потом назвали в Москве. Татарская улица, большая татарская, малая татарская. И все. И ту же мечеть, которая построена в Петербурге, они татарская мечеть называют. Почему-то, значит, армянская церковь есть там на, как Невский, что ли, проспект, да. А татарской не может быть. Вот и все. Я готов это как версию, но настолько состоятельны эти версии. Некоторые у нас любят просто по созвучию там что-то говорить. Это вот произошло с такого языка, с такого языка. Ну, знаете, это легко рассуждать. Когда-то я на Сахалин собрался после 5-го курса на практику. Сидим мы в парилке на Большакова 79, там сухая баня была, парилка. И вот сидит рядом якут, я ему говорю, слушай, а у вас, значит, лин-то по-якутски что-то означает? Он говорит, почему ты спросил? Я говорю, вот я на Сахалин еду на практику. И думаю, Саха, это значит, у вас само название Саха, а лин может быть что-то такое. Нет, потом это у нивков или у орочи какого-то народа, оказывается, айна, что ли, они там как-то Сахалин означает что-то. Вот и все стало ясно. А некоторые вещи у нас вот люди говорят, нет, вот произошло от того-то, от того-то. Я всегда готов как версию принимать.
Вот. И иногда созвучие просто, например, вот у нас, вот говорят Саратау, это здесь Саратов. Вот. Ну, да, я не знаю, насколько это верно. Саратау, значит, желтая гора. А у нас вот где-то в нескольких верстах от села Покровка нашего родного существовал когда-то хутор, Сартаул называли, русские его называли Сартов, а он Сартаул, аул Сартов, а русский Сартов легче было. Может быть, там действительно, понимаете, когда-то, может, сарты там в свое время были, эти народы, и, может быть, Сартов и назвали, а может, Сартау, может, действительно, историки знают, что там действительно была эта гора желтая, поэтому назвали. Вот. Очень много вот сейчас вот вспоминают. Я когда-то был в Верхотурье, очень много монастырей там, прекрасный человек там был, Ремезов, Царство Небесное, наверное, уже нет его, все-таки он меня как своего близкого друга принимал домой, с гостиницы забрал, мы ездили по просьбе районной городской газеты, тогда поехали с одним товарищем, курсом моложе, там, значит, работать зимой во время каникул в этой газете, как помощь оказывали. И вот это в Верхотурье, там я вот, столько церквей там много, даже, говорят, Распутин приезжал, где-то останавливался. Что хочу сказать, Тура, река Тура. А потом сегодня лазю, смотрю, Тура, это, оказывается, типа там дом, селение, это значит, что еще такое там, стойбище, все что угодно, там масса всяких означает, оказывается, Тура. Вот Верхотурье, Тура, вот понимаете. Еще раз говорю, вы можете свои версии выдвигать, но желательно, чтобы действительно основанное на чем было, а не просто так вот по моему хотению, как говорится. Вот я когда приехал в Екатеринбург, как-то надо было в пятницу в мечеть, что ли, поехать, и там, значит, Верхняя Пышма. И проезжаю, думаю, а почему Пышма? А там, оказывается, ну, там по-таджикски написано, много таджиков, значит, в мечети, поэтому объявление на таджикском. И вот я еду, проезжаю реку Пышма. Она так медленно. Это же, знаете, омерзительная восьмерка, там, когда этот говорит, сразу не смогу его вспомнить, который захомутал-то это, убийцу, женщину, вез как раз этот, и он говорит, там, американцу, значит, майору, мейджору, он говорит майору, значит, медленно, чтобы там, значит, положи пистолет, как медленно, как меласа течет. И вот эта Пышма медленно течет, а я вспомнил маму, Пышмаган, Пышмаган. Когда там, допустим, я не тороплюсь что-то делать, она говорит, Пышмаган, Пышмаган. Это Пышма, значит, неторопливая. И вот действительно река медленная. И вот эти вот аргументы, они иногда вот осеняют. Ну, скажете, вот, везде татарское находится. Да, представьте себе, Уктус там в Екатеринбурге, там до сих пор, я помню, студентом был, говорю, Уктус это значит, Ук это стрела, Тус это от слова соль. И, значит, Уктусские горы. Там много, Шарташ это значит, шар это шар, таш это камни, значит. И вот озеро Шарташ называется, как, допустим, Шарлык, вот в Оренбургской области есть Шарлыкский район, где Муса Джалиль родился, кстати, в селе Мустафино. Поэтому хочу сказать, очень много топонимики, которые действительно вот есть основания доверять той точки зрения или версии, что вот именно произошли вот из такого языка, из такого. Очень много у нас, кстати, вот агрыз, агржи называй по-татарски, а это удмуртское название агржи, агрзы. Поэтому у нас вот его никто и не напрягается из татар, не говорит, татарское название. Так оказалось. Вот. Много, кстати, названий по сей день с какого-то языка, даже Москва же признают, что Москва. Допустим, с Эрзия, что ли, или с Мокши языка там означает плохая вода. Вот. Поэтому позвольте уж посчитать, что вот в свое время народы, населявшие Российскую империю, оставили в топонимике свой яркий след. И если вы, допустим, хотите на эту тему, пожалуйста, можете комментарий, свою точку зрения высказать. Это можно бесконечно потом, конечно, рыться во всех документах, этих справках, исторических всяких, в аналах истории. Но в любом случае истина будет когда-либо установлена. Но сам процесс интересен, как в анекдоте говорит, я люблю сам процесс. Там, знаете, наверное, анекдот-то. Рыбак, охотник заночевали у человека, у которого много детей. И, значит, мы, говорит, процесс сам любим.
потому что неудачная охота, рыбалка была.